как говорится. Но ничего, если начинают плакать, значит на правильном пути, значит идем правильно. Да, но, видать, им не понравилось. Не понравилось, как говорится. Но я рад, что вы, хоть и не в большом количестве, все же подключились к нам на канал. Есть моменты по Сунжинскому казачьему округу, которые сегодня так активно пытаются показать. Не забывайте, что в 1865 году большая часть арстхоевцев вместе с чеченцами, это приблизительно 5000 семей, эмигрировали в страны, мусульманские страны, так сказать. Ну вот, их земли, само собой, были заселены и ингушами, и терскими казаками, и небольшим количеством, которые остались чеченцами. Поэтому эту карту сейчас мы изучаем, посмотрим везде, которые закидывают по 1892 году. Оригинал карты никто не видел, кроме как вырезок. Мы посмотрим, по каким границам и как были сделаны. И 1892 год – это уже, как мы знаем, закончилось даже последнее восстание в Чечне 1877 года Алибек Хаджи Алдамова, последний имам Кавказа, как его называют многие. Это уже на всей территории Кавказа, центральной части, уже была в руках царской России, поэтому пытаются сыграть на этом, якобы показывая большое количество заселения Сунжинского казачьего округа. Почему я оказалась отписана от тебя, Башлан? Не знаю, друзья. Ты перенаправь, обратно подпишись, может какой-то баг, что-то не так, но я никого не отписывал, никого не трогал. Вот. И появление заселения Терского казачьего округа, ничего удивительного нет, с учетом того, что среди 5000 семей чеченцев, которые эмигрировали на Ближний Восток и в Турцию, всего лишь 100 семей ингушских было, которые вместе с ними ушли. Хотя, насколько я знаю, многие из них вернулись по прошению к царю Российской империи, обращение в парламент, были возвращены семьи, и им дали добро. Хотя тем же арстхоевцам, карабулакам не дали добро вернуться. И, как вы знаете, святое место пусто не бывает, оно было заселено. Поэтому удивительного ничего такого нет. Но мы все же этот момент истории будем все глубже изучать, проверять документы, смотреть. Поэтому
Последнюю карту, которую, ну не последнюю, а одну из карт, которую мы загрузили, это 1858 год. Там четко определены границы, там тоже видно, где Малая Чечня, где Большая Чечня, территория Ауха и плоскостные территории, они все видны. То есть любую карту можно предоставить другую карту, которая более раннего периода, на которой даже вполне возможно, что вы не найдете некоторые субэтносы или этносы. Вот. А в этом ничего такого нету. Почему? Потому что даже Аух в данное время находится в Имамате. Это во времена Терской области. Поэтому интересные моменты истории, карты еще впереди. Не стоит забывать, во время расформирования того же Горской республики, когда Чечня вышла из состава, не претендуя на Суджинский район, тут же, точно так же не претендуя на этот Суджинский район, Казачий округ, Суджинский казачий округ или казачий округ, вышли и остальные тоже, поэтому в данной ситуации это равные, как говорится, в правах. Ты не любишь ингушей, ну, это клевета, нарнийский пагал, к сожалению, это неправда. Против какой-либо другой нации у нас ненависти нету. И не было. Мы ненавидеть людей — это право удел слабых людей, поэтому ненависти нет. Есть лишь ложь, есть опровержение лжи. Поэтому ничего такого здесь нет. Я думаю, что это вполне даже себе нормально. И кто не подписан еще на Башлам 39 Лайф, подписывайтесь. Это наш в основном канал для прямых эфиров будет. Это не говорится, что не будет там на том канале. Там тоже будет. Сообщите всем нашим братьям, сестрам, кто желает чаще бывать у нас в эфирах. Может, многие и не поняли насчет дублирования канала, но факт остается фактом. Мы будем работать в режиме онлайн, рассказывать про историю. У нас скоро должны быть еще выезды. Будет скоро много интересного, как в историческом плане, вот, так и в географическом. Конечно, обсуждение тейпов у нас не является первостепенным. Вот. Однако некоторые моменты касаемо тейповой принадлежности мы тоже будем понемножку изучать, чтобы наш народ знал. Не для того, чтобы делить, не для того, чтобы дробить, а непосредственно только для объединения, чтобы понимали и знали. Материала, благо, довольно очень много. Если у некоторых он закончился, то у нас он только становится материала все больше и больше. Поэтому дерзайте, подписывайте, приглашайте все больше людей, все новое, интересное, важное
будет у нас на канале. И не переживайте за небольшие перерывы. Равный Сунжинский район классно объяснил. Башлам, говоришь про равные права, Сунжинский район классно объяснил, хотя все села там ингушские, ни одного чеченского села. Нету там никакого ингушского или чеченского села, как ты говоришь. Чеченские села там есть. Это Псидах, Дюлкиум. Что касается проживания там, Дикду сегодня же никто не оспаривает, что там в основном живут Варстхой, ингуши, инохчи. Ничего такого нету. В этом все уже, как говорится, по границе там уже решено. Передел влияния никто и не говорит. Алейкум салам. Могшу. Дикхиет. Дикник хирду да Аллах. Дикник хирду. Мы, иншаллах, дикник хазник хирду да Аллах. Так что, как говорится, дал эндали, да, дал эндали, шадик дикхиду. Шадик дикхигду. Понимание сел, конечно, это очень интересное понятие, но благо все будет хорошо. Вот так вот. Дальше. Вопрос, кто будет очередным героем. Не знаю, кто будет очередным героем. Героем будет очередной тот, кто хочет выйти на политическое поприще, кто решил хайпануть, запиариться. Вот они будут появляться все чаще и чаще. Предвыборная гонка, господас. Извольтесь, такова реальность. Мы от этого не избежим. Вот. А дальше как все будет, известно только Всевышнему Аллаху. Прогнозы, конечно, активизация. Перед выборами всегда была активизация, как грибы после дождя. Будут различные челы появляться со своими речами, со своими высказываниями. Дерес хил уша. Но тут, как говорится, дал эндали, Джузи, дал эндали. Если получится, конечно. Если получится, конечно же, мы все в жизни надо попробовать. В последнее время связываться с лордом не получается у них. Пошла, я буду только за тебя голосовать. Харс Аббас, ловлю тебя на слове. Если бы было, поверь мне, они бы предъявили. Если бы у них было что предъявлять, предъявили бы. Адухл, я канал нашел. Хаддукухилла, я канал нашел. Не понял, Амагов, о чем ты?
Всем у себя на том канале я разместил, оповестил, всем сказал, что будет эфир. Пошла вновь с тебя, потом донат после выборов. После выборов с меня, а до выборов с тебя, окей? Сейчас, минуточку. Поэтому, Башлам, я вот задумал объявить себя президентом народов черталинцев. Делай это, но только не на нашей территории. На нашей территории за это можно, как говорится, получить как сепаратизм. Цундера, надо быть с этим очень осторожно. Так, сейчас немножко. Так. 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 Ну все. Все готово. То есть вы реально считаете, что так, минуточку. Как говорится, бисмилля, шупур бансане. Так. Ну почему? Есть мы здесь, мы есть, мы в эфире. Мы Ачло объявляем. Объявляйте. Посмотрите, Башлам, объявление на ранивцам кровь. Не, я боюсь, что я таких полномочий не имею. Ассаламу алейкум, Башлам, это новая страница. Ва алейкум салам. Это страница для эфиров. Это страница для постов. Поэтому, кому интересно, эти обе страницы наши. Так что ничего такого здесь нету. Стандартная практика. Поскольку наш брат чеченец создал канал на странице, на платформе YouTube, я решил непосредственно добавить его, этот канал сделать для эфиров, для рассуждения, обсуждения и исторических вопросов, и, как говорится,
Попытаюсь ответить на вопросы некоторых братьев. Ну, кто там пытается, не знал про эту страницу. Но я же сообщил всем, в сторис скинул, чтобы подписались сюда. Так, Аббас там остался, где и Эздил, Азинджузис. Вопросы не знал. Так, вопросы. Как-то очень себя тихо ведут, хотя 2 норнийца уже зашли сюда. Так что, походу, норнийцам не мется никак. Хочется везде и колется. Страницу я не закрыл, но попросил тех, кто не любит ногчей, чтобы не подписывались. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Ичурху. Массяга салам хайти. Без кроликов скучно. Кролики везде есть. И у них есть такое не самое лучшее природное явление. Они размножаются очень быстро. Ва алейкум ассалам. Цигинел бях мобил. Норнийцы. Это такое племя из выдуманного царства, государства, которое все время сочиняет, крадут, врут, рассказывают небылицы. Про ДНК вам лучше не у меня нужно спрашивать, у Пахрудина Арсанова нужно спросить. Он ведет ДНК-проект. Я же веду исторический, этнографический блог, поэтому в основном, если вас интересует ДНК, вам нужен Пахрудин. Активно ведут себя, пытаясь остановить процесс переговоров. Вы, историки, не расслабляйтесь, вам придется отвергнуть 3 вагона мифов. Эти 3 вагона, еще 33 состава, 3 года бы уже отбиваю. Расслабляться нельзя. Конечно же, мы будем опровергать. Конечно же, ложь нельзя оставить. Лжи нельзя допустить ни на какую платформу. Хотя ими очень сильно хочется. Очень выживаемая ложь. Хотя, как и говорится, хотелось бы в этот месяц, в последние дни, меньше слышать ложные нападки. Но мы не избегаем, мы видим активизацию. Кому-то мир не подходит. Для них же хуже. Для них же хуже, конечно. Наверное, если бы не было бы этой лжи, подтасовки, выдумки, может быть, в интернет-пространстве, особенно, что там по килограмма скинул,
Даже не смотрел уже. Я к весам пытаюсь не приближаться. Не самый лучший Адирам Хельсинг. Весы это заклятый враг всех. Они, конечно же, не самым лучшим образом влияют на вес. Отсюда улица про 20 тысяч погибших на чеченских войнах, новая сказка, Кенти. Наверное, перевод Холмахет. 20 тысяч. Есть какие-нибудь доказательства тому, что 20 тысяч? Или хотя бы 2000? 20 амбур, да, царь. Я не в обиду, конечно, я не слышал таких данных вообще. Я думаю, что российские СМИ бы это опубликовали с радостью. Но по мне 20 тысяч это перебор. Еще какой перебор? Ну, не знаю, честно сказать. Требуем пруф, доказательства, где эти, как говорится, 20 тысяч. Хотелось бы увидеть. Так. Башлам, почему у нас до сих пор нету команды юристов, которая защищает интересы нашего народа? Вот у нашего оппонента мы видим, с этим все слажено. Черто. Я бы не то, что юристов, я бы хотел бы видеть команду историков, юристов и много кого еще. Но, к сожалению, я не могу сказать, почему их нету. Башлам гайта, книги. Книги гайта. Какую книгу? Увы. Что-нибудь интересное? Ты хочешь, чтобы и остальные тоже ушли? Читай Павла. Но если вы так хотите, я к следующему эфиру подготовлю. И мы, конечно же, поговорим. Почитаем. Чем тупее бред, тем они в это лучше верят. Вообще, вернее, их провокаторы, да, маршал дуэльца. Ну, да, маршал дуэль, да, хукум дуэль. Все, что мы можем сказать, конечно, все, кто стал на путь неверия, лжи и лицемерия, массально эдувай, да, маршал дуэля. Но за все нужно отвечать, за все нужно давать ответ перед Всевышним, поэтому нам, в принципе, не сильно нужно что-либо сочинять, выдумывать, поэтому я думаю, что все нормально с этим. Как бы нам ни хотелось, что бы мы ни делали, мы считаем, что мы идем на правильном пути. И нам ничего, как говорится, эфир. Харс Аббас, что случилось? Антигон. Последние дни какие-то странные вещи в Инстаграм происходят. Ну, ладно, мы будем пытаться как-то стабилизировать все это. Может быть, просто время
месяца Рамадан, поэтому задавайте вопросы, спрашивайте, что вам интересно. Ва алейкум салам. Клуб юристов, конечно, если бы были бы, собрались, но снова же ни один юрист бесплатно работать маловероятно. Они, наверное, посчитали всех, кто у них умер во время войны в Чечне, дорогие Штуацан. Но не надо их приписывать войне в Чечне. Не, ну, есть люди, которые умерли в войне, во время войны, и таких может быть очень много. А есть те, которые воевали и погибли в войне. Но я очень сильно сомневаюсь о 20 тысячах, потому что даже во время Ичкерии, армии Масхадова, еще во времена Масхадова не было 20-тысячной армии. Откуда эти числа, мне самому интересно. Каким образом, откуда они появились? Ва алейкум салам. Я, честно сказать, такой армии в 20 тысяч человек, это как минимум такая мини-армия. Если их было 20 тысяч, то наших должно было быть как минимум 30-40 тысяч, итого 60 тысяч. То есть это армия, которой даже не было у имама Шамиля. Так получается? Конечно же нет, это очередная ложь, это очередная провокация, это недостоверно все. Рассказывать сказки, конечно, можно, но насколько это надежно, сами подумайте. А магов, не знаю, честно сказать, было ли 500, было ли столько людей, я не могу сказать. Но у меня большие сомнения. Насчет 500 большие сомнения, даже 500. Вот. Ва алейкум салам. Барз Айл, Зандакский. А магов я очень сильно сомневаюсь в количестве 500. Я, конечно, не принижаю, но я сомневаюсь в этом. Я думаю, если было бы 500 человек, погибших во время двух этих войн, даже возьмем обе войны, это должны были быть очень высокие показатели, большие показатели. Так, если я не ошибаюсь, Газват и Авельчин Бирванашхайтвашу, что-то я не видел там столько, когда проезжал мимо Цуалбирванаш Сакинасон. Снова же, я утверждать не буду, я очень сильно сомневаюсь в этом количестве. Откуда это взято, не знаю. Это как про Деникина то же самое, 20 тысяч. Что-то вот это слово, цифра 20 тысяч очень сильно фигурирует. Алейкум салам. И не уходит никуда, снова и снова 20 тысяч, 20 тысяч. Откуда эта цифра? Непонятно, конечно, очень даже непонятно. Но Белчанам, да, Гештуэл. Ну, Цабельша Белла Болшан, да, Маршал Дуэл. Это не украшает никого. Но, насколько я знаю, в самое тяжелое время. Вот. Нет, не блокнули. Если бы меня блокнули, я бы здесь был. Нет. У меня на канал один и на, как говорится, на посты один канал и для прямых эфиров один канал. Ну, 20 тысяч труб это очень долго, Гургал Секир. Это очень долго, сомневаюсь я, конечно. А почему я отписан от тебя?
чуждый. Это новый канал, ты же знаешь это. Есть Башлам 3 девятки канал, это Башлам 3 девятки лайв. Если ты отписан, у тебя это автоматически произошло. Это какой-то баг может быть, и у нее подписаться. Да, два канала. Башлам 3 девятки и Башлам 3 девятки лайв. Два канала, чудно. Ну, последние дни месяца. Может быть, поэтому такая ситуация. Насколько я знаю, у меня ну, а что запрос? Хаятыш, кто-нибудь в прямой эфир зайдите. Давайте проверим, здесь работает ли. Как там. Кто-нибудь, кто не стесняется себя показать, запрос отправьте сюда. Да, в Википедии много чего можно написать. Что-то в течение буквально года 2-3 тому назад их было 500, сейчас уже 700. Что-то быстро. Как же так? Это странно, конечно. Мертвые ожили. Не знаю, 2000 вроде бы в этом году должны были быть. Я не один, бах, запрос, чтобы отправить. Но я вообще сказал, если кто-то хочет, давайте проверим, здесь есть ли или нету. Можно ли отправить и общаться по прямому эфиру. Если кто хочет, может отправить. Шедеш, до анаштеш. Ну, 200 тысяч за 2 года. То должны работать, не знаю, кто как работает. Assalamu alaikum baš. Алейкум салам. Удуца, можешь да? Ай, мариби, ума исамаца, исинок марки бата. İnsan koyma edamı ben. Ilaik, azal, Ya. мариби, tabii. Ha tabii Allah. Да, ты был следом барсом, да? Tabii Allah bu arada. Vay mahta. Dik Allah bu arada. Соцок шубок, да? Hadi şu. Hadi şu tsah hadi vay. Алхамдулилlah, сам да, смасяга, если подписка проверить, и тот, кто вдруг... А sen сирон подписаться пошла. Хокшол чундая? Смуи, ha? Учу араться он. Просто значок юем тяю. Значок это ан. Это сон хашли подписаться я варианты. Подписаться юем подписаться не в совете. Хорошо. Цигу канал подписан, очень проверить, делать, а последнее время лагать, я шур, Инстаграм. Канал, ты что-то... Когда я начал активно закидывать карты, историю нашу, что-то они в последнее время активизироваться, да, хотя... До иной,
уважаемый страниц. Публикация с оповещением у нас. Как твой этот история туда идет, с оповещением вообще. Что бы там ни было, да и, В любом например, случае, если вы подпишетесь, здесь и там сразу оповещение о решенном эфире. не оповещение пошло, мой еще публикации, точка, на те точки палец нажимает, там оповещает о публикациях. И так оповещение еще. Каждый человек хавает, что еще нас. И еще оповещение еще на... Так, любое время еще харду, что у меня учи пошла. Поддержка харю пошла. Закон, так. И лайк, комментарий, Ну, комментарии. я думаю, что в основном мы, конечно же, будем работать интенсивно. Шина Балбирбу. Я сюда посты закидывать как-то буду меньше. Здесь в основном на прямые эфиры. Там Я понимаю. в основном на посты Л, чтобы мы не будем разгрузить, чтобы людям было проще. А так разницы нету. Если там высветится или здесь высветится, А что она не оповещение пошло? Да, Просто поэтому... сейчас я не успел просто, да и я поставлю оповещение, это тоже. Ну, мы станем В основном, чабл, чанхайт, и дырасам, да и пошло. Оповещение шмоев, да и там недостаточно, как в Ютубе, да и колокол, это анчан. Тут надо особо там копаться, да, совсем копаться еще. Да, чтобы люди знали, да, как, что. Но Инстаграм, дукка, хан йолник, лячо, более-менее хан. Ну вот, чем нравится. Асан, я кего, эсхачем, масома. Башла, чей дурвайга? Чей дурвайга? Мы молчим. Возмахил, брат. Сон хасхет, иш, тохагушло. Да, эфире Бодик Дич. Цауш ар дука болчат, сажималц. Сам дела, здоровье, мое ты будешь. Вон пошла. Целая духана. Здоровье, гарча, леровый, просто... Да, мала. Дерхулил башлам, дерхулил, да, мала. Ой, мастхин, хутрен олевай. Вайдез чан, мара, садез чан, гах, башла. Ишь тхэн духой. И бог толк лац, гах. Мне говорит, так, башла. Давай. Хейчон, связи вал, ишь, хэнва. Мне говорит, давай. Ади кида. Абу Зайд. Так будет проще, как говорится. Ну, мы знаем, что здесь тоже мы можем делать эфиры. Я вижу старых братьев, не по возрасту старых, а с той группы потихонечку. Да, она что язык бьется больше был. Но на вопросы мадам готова ответить. Кому интересно, заходите, как говорится. Всегда рада видеть у себя в эфире. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Ой, да что такое кейчаду. Кейтер саиле. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Танабио что мясом. Ва мастер укса на душе.
Что пассивные очень задумчивую аудиторию Мэтсон. Алрова Недейн, может быть, реально зачитать что-то. Случайно в Ютубе увидел тебя. Сектор 95. Случайно. А вы подписывайтесь на YouTube канал Башлам.3 лайв. На YouTube подписывайтесь. Здесь подписывайтесь, чтобы было оповещение. Мы, иншаллах, чтобы вы были всегда, как говорится, в эфире. Да, и хочу сказать, я понимаю, конечно, многие вопросы, касаемые и исторических процессов, мы их отмема, да, Хамадане. Что-то эфир, до конца эфира осталось 2 минуты, баху, я после 2 минут опять загружусь и зайду. Так что не теряйтесь. Что-то с Инстаграмом, конечно, это интересно. Очень даже интересно. Ербокул интересно умду. Новый айлу даста. Время осталось, сверху показывает время, что времени осталось. Вроде бы Чечня и Ингушетия в составе России, Москва могла бы на федеральном уровне решить этот вопрос раз и навсегда. Архивы есть у них, историки есть. Но они данные вопросы хотят, чтобы решили. Мы здесь сами, наверное, не хотят вмешиваться в региональные какие-то мало. Для них этот процесс является не столь существующим, существенным. Это для нас кажется, что есть. А там, как на нас смотрят с Москвы, это решить, конечно, они наблюдают за развитием событий, смотрят, кто какие факты приводит, какие слабые места, кто какие аргументы. За всеми всегда наблюдает. Просто не каждый это понимает. Само собой, никто не будет просить ехать в Москву для разъяснения истории. Потому что у Москвы есть вся база, которая может не всем понравиться. Сейчас мы перезагрузимся и зайдем снова. Не теряйтесь. Kancho bosavina ya qalimo shia maharata bijanjira qatina ana silli naqbilla illi ala ya qalbina nohchi mahka За всеми всегда наблюдает. Просто не каждый это понимает. Само собой, никто не будет просить ехать в Москву для разъяснения истории. Потому что у Москвы есть вся база, которая может не всем понравиться. Сейчас мы перезагрузимся и зайдем снова. Не теряйтесь.
Москва рассчитывает, что сами решат между собой. Понимаете, тут какая ситуация? Если будет вмешиваться Москва, то получается, что она занимает какую-то позицию. Вот. Даже когда Москва не принимает чью-то позицию, нас обвиняют в том, что якобы Москва занимает позицию там чеченцев, хотя, честно сказать, мне это очень смешно становится, что Москва занимает позицию Чечни. Здесь не нужно. Если бы Москва занимала вот чью-либо позицию, думаю, что география была немножко иначе. Посмотрим. Возможно, все чаще и чаще говорят об укреплении регионов. Может быть, к этому какая разница, зачем вмешиваться, если завтра, послезавтра могут куда-то присоединить кого-то. Еще раз, я хочу, чтобы вы, уважаемые мои братья и сестры, всем нашим подписчикам отправляли, что у нас есть новый канал, 285 человек. Культ Перуна, объясни выражение. Тут ничего нету, это главный бог Перун в древнеславянском божестве, как культ Зевса. Главный бог у язычников в Греции был Зевс. Главный бог у славян был Перун. Здесь все просто, я думаю, что это ничего сложного в этом нету. Да, Перун языческий бог славян. Главный языческий бог. Ну, древние славяне поклонялись Перуну. Он был бог грозы, кажется, или огня, я точно не помню, сейчас уже немножко подзабыл. А почему с этого канала эфир делаешь? Почему не с того? Ну, нужно развивать, нужно аккуратно, чтобы чересчур загрузки не было на том канале. И проводим здесь сенсей. И все-таки думаю, что это бог грома был, Перун, если я не ошибаюсь. Чтобы не было чересчур загрузки там, да и плюс нарнийцы все там в основе своей тусуются, живут у меня на странице. Поэтому решил здесь сделать канал для прямых эфиров, выездов и так далее. Но мы будем вести параллельно, чтобы не было загрузки там чересчур много. Вот поэтому здесь, если, конечно, вам не составляет никакого труда, если же немножко трудно быть здесь на этом канале в прямом эфире, тогда даже не знаю. У нас платформа на YouTube точно так же называется, и я решил параллельно, чтобы две было. Сопротивление хазаров, черкесских косогов. Я мало чего об этом знаю, честно скажу тебе. Но знаю одно, что хазарский каганат, может быть, и было какое-то небольшое сопротивление. Аланы тоже сопротивлялись. Но как таковой о каких-то обществах, которые могли сопротивляться или противостоять хазарскому каганату, я об этом очень мало, по крайней мере, не слышал. Может быть, у черкесов у самих есть об этом материал, но у меня нету. Изначально даже противостояние алан и хазарского каганата, оно тоже не сильно
изученный материал и как оно проходило. Все-таки мы знаем, что Аланское царство было под хазарским каганатом. Хотя, честно, многие, конечно, гордятся очень сильно Аланским царством. Я понимаю все это, но и под Золотой Ордой, и под хазарским каганатом, то есть вот эти два могущественных государства, под ними, конечно же, и в первом, и втором случае Аланское царство было под ними. Ну, говорить-то все говорят, радуются, хотят быть аланами, но не знаю. Может быть, просто из-за того, что она больше всех существовала на территорию, где проживаем мы, только если в этом случае. Но 1020 год, если это и было, это уже 11 век, это уже время заката хазарского каганата. Он, как говорится, сопротивление было, я проткнул таракань. Это уже закат, 11 век, закат хазарского каганата, когда его уже начали потихонечку разбивать, наносить ему урон. Но в основном это были арабские полководцы, которые вели военные действия против хазар. Я бы не сказал бы, что прямо. Вот, Панки Силаев присоединился, Оша тоже. Осман, ассаламу алейкум. Есть что нового? Кел хумадуй, нашел ты что-нибудь новое? Кел хумадуй тига. Умади, Панки Ися хумадуй. Марниш хаблойщик. Что у вас? Очень скудная, на самом деле очень скудная, но мы сейчас над этим работаем, по крайней мере, я работаю, надо над этим смотреть. На посту Мстислав Волхане. Я говорю, о хазарском каганате очень скудная информация. Я, честно сказать, если есть что-то у евреев непосредственно про него, если они могут знать, если есть информация. А так, очень скудная информация по этому государству. Да и по Аланскому царству тоже скудная, кроме существования, кроме того, что какие были цари, против кого они вели войны, сколько сопротивления там было, сколько длилось сопротивление против хазарского каганата. Вот. Эти вопросы, конечно же, очень интересные, но мало изученные. Да и от кого мы можем их узнать, если есть там небольшие материалы от персидских историков, арабских историков. Поэтому я думаю, что Мансур Бамутский, у меня не другой канал, у меня два канала. Один для публикаций, один для прямых эфиров. Вот. И на тот подписывайтесь просто-напросто. Здесь я вас не буду загружать своими постами. Здесь будут у нас прямые эфиры. Там же у нас будут непосредственно посты. Но там я тоже буду время от времени делать эфиры. Поэтому ничего такого нету. Я хочу, чтобы более свободнее был у меня канал. Но они взаимно не связаны, я имею в виду, там разные IP-адреса. Поэтому. Алейкум салам. ДРСЛ висает. ДРСЛ. Да и у меня еще прямо во время эфира присылают такие сообщения. О, директ чувала, директ чудаяйтин. Короче, информация хула. Теперь я могу спокойно во время прямого эфира, как говорится, проверять, смотреть, что же прислали в директ, если прислали. Вот. Хотя, честно сказать, немножко меня Инстаграм в последнее время огорчает. То срывы были, то сбои были. Очень сильные, просто выбрасывало с эфиров. Это, конечно же, не сильно радует.
Ну, здесь, конечно же, мы попроще. Ну, я смотрю, за целый эфир зашли только 3 норнийца. Ну, 3 норнийца зашли, сейчас тусуются, слушают. Как мы знаем. И проще, намного проще, конечно же, удалять, прибавлять. Саид Мама, твою просьбу я выполнил, я убрал ее. Но это очень, конечно, непонятно. Вроде бы ты там ничего такого не говорил, ничего не делал, но все-таки, раз ты просишь, я убрал. Знаешь, почему евреи смогли подчинить Хазарию? Расскажи. Может, расскажешь что-нибудь, что я не знаю. Сказочники, балаболы, люди, которые воруют историю, культуру, нагло врут, завышает численность и многое-многое другое. Вот это и есть норнийцы. Кстати, о этом хазарском каганате, когда начинаешь говорить, много раз мне присылали материалы и говорили, что якобы евреи хотят возрождения хазарского каганата именно на Кавказе, в центральной части Кавказа, что вот они якобы стремятся, ну, честно сказать, я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что, во-первых, нету никаких святынь здесь, во-вторых, нету смысла здесь пытаться возродить какое-то государство. В-третьих, хазарского каганата столица была не в Чечне. Поэтому появление Ажер в Закавказье считается с XI века, и окончанием распада Хазарии тоже в XI веке. Не видите ничего схожего в этом появлении Ажер в Закавказье. Ну, во-первых, насколько я знаю, хазарский каганат существовал 300 лет, без малого. Вот. 200-300 лет, вот, по крайней мере, по официальным данным. Конец его, конечно, XI век, оно уже фактически перестало существовать. Вот так вот. Что касается хазарского каганата, столица его считалась, где некоторым данным находилась недалеко от Астрахани. То есть это плоскостная территория полностью. Вот. Не горно-лесистая, не предгорная часть. Вот. Ну, наши специалисты до сих пор спорят, где была столица Алании. По этим вопросам тоже как бы есть споры. Где была столица Дзурдзукети, это тоже спорный вопрос. Ну, вопросов очень много. Вот. Надо смотреть, потому что если мы говорим, что Маас это столица аланского государства, и тем более государство, которое было от моря до моря, ну, тогда, извините меня, то это должна быть огромная территория, большая территория, где должны сохраниться хоть какие-то руины. На маленьком клочке земли быть столицей Аланского царства, это маловероятно. Вот. Все хотят, все говорят, то есть вы должны понимать, что территориально эта местность должна быть, она намного больше. То есть даже в то время, когда было Аланское царство, туда входили современные, фактически из современного СКФО входили 4 или 5 регионов, республик, сегодняшних республик входила туда. Хотя некоторые говорят, и часть Дагестана туда ходила.
Ну, в основе своей сенсей считается Итиль. Я слышал про него вот самое как бы могущество. Насчет, да, Баланджера тоже я слышал, Семендер, Баланджер, эти все имена, конечно, упоминаются в многих источниках. Но Итиль, это вот в момент самого своего могущества считается, что был Итиль. И это более недоступное для арабов место. Вот. И да, если мы говорим, если возвращаясь, говорим об Аланском царстве, Аланское царство, мы знаем, что оно было более могущественным, более большим от моря до моря фактически. Столица не могла быть где-то как одно селение, я не знаю, ну или там маленький городок. Нет, конечно, это столица, это инфраструктура, это очень-очень много чего должно быть. И сегодня, когда люди утверждают, что столица создана там на месте бывшего Аланского царства и так далее и тому подобное, именно на этом месте, но, во-первых, ни одна бы археологическая группа бы не позволила бы этому. Почему? Потому что были бы там раскопки, обычно даже... Тем более, если найти столицу Аланского царства, ни Москва, ни кто-либо другой не позволил бы кому-либо строить что-либо на этом месте. Для начала его нужно найти. Вот, это не маленький. Принявших азеров, кажеров поближе к себе в Закавказье переселяли остальные кто куда. Поэтому штук. Вот такие, как говорится, пироги. Ну, забегать вперед мы не будем. Есть какие-то работы, есть очень хорошие предпосылки. Скоро от наших археологов, я думаю, что будут новые известия о новых хороших находках. Мы на это очень надеемся. Ждем, по крайней мере, а так будет видно. Постараемся, конечно же, вас не огорчать. Может, аккаунт блокнули, что ли? Нет, не блокнули. Тот аккаунт для работы, постов, а здесь для эфиров, чтобы было проще. Потому что во время эфира мне часто говорят, в директ отправили, туда отправили, чтобы вот этих проблем не было. И этот аккаунт есть, и тот аккаунт есть, дублирующий. Не блокнули. Если блокнули бы, никто бы не видел этот аккаунт. Поэтому никто ничего не блокнул. Мы как есть, так и есть. Просто-напросто многие попросили, что вот последние дни тажимот с Кезгуах и Яхара прямой эфир ШРДР. Одни просят, чтобы делали эфиры, другие говорят, чтобы чуть-чуть придержали, поэтому вместе с теми же евреями, татами, горские евреи, которых валом в Азербайджане и в Дагестане, и в Южном. Ну, то, что их там много, с этим я согласен, что они есть там. Но остальное, конечно же, очень интересно же. Такая вот ситуация. Но этот канал меня, конечно, немножко удивил, потому что через час сразу он отключается, предупреждает. Когда в том случае тот канал, на том канале, как давил, так и давишь на армейцев. Как давил, ну, конечно, иншаллах, на армейцев до конца будем давить. Ва алейкум салам. Ну, до победного конца ни шагу назад, пока не перестанут трогать нашу историю. Когда перестанут трогать нашу историю, мы уже непосредственно займемся уже только своими историческими процессами.
ознакомлением вас, как говорится, с новой, как говорится, новым витком. Сенсей, а что с ними будем делать, Алазет? Осман тоже потерялся наш. Еще раз, уважаемые мои братья и сестры, не отписывайтесь, проверяйте свои подписки. Посмотрите, подписаны ли вы на тот канал Башлам 3 девятки и подписаны ли на этот канал. Там будут посты, там будут обновления, все. Здесь будут эфиры, поэтому не отписывайтесь ни оттуда, ни отсюда. Здесь, чтобы вас лишний раз как бы грузить мы не будем постами. Я понимаю, что в день я иногда по 5 закидываю или 10 постов закидываю, но это только для информации, для ознакомления с историей. Может туда 300 добровольцев заслать, чтобы они вручную в привычную позу поставили. Татами. Нам ничего делать с татами не надо. Мы живем в своей республике. Таты не находятся в нашей республике. Таты находятся, если есть, это суверенное государство Азербайджан или же это Дагестан. Не надо никого никуда ставить и никого ничего такого либо говорить. Оставьте вот эти привычки, когда мы пытаемся кого-то за что-то наказать, нам это не нужно. У нас есть своя история, есть своя республика, и нас всяческим образом пытаются втянуть в какой-либо конфликт. Вот вы там начинаете говорить с выходом на море, туда-сюда, да, остров Чечени и так далее и тому подобное. Валикум салам. Но выход к острову Чечень, то, что был исторический, я снова же говорю, это изучение истории. Сегодня границы, фактически там проживание, кому, кто присоединить, кому что отдать или не отдать, решает федеральный центр. Им без разницы. Я сказал, ты сказал. Они будут решать именно так, как они хотят. Поэтому рассказывать какие-то байки, там мы собираемся отнять там остров Чечения или выйти на море Каспийское. Есть некоторые балаболы, которые даже проживают в Европе, не нашей национальности, в которых там называют меня там то ли Геббельсом, то ли Гитлером, которые претендуют на новые территории. Нет, абсолютно никто не претендует на новые территории. В первую очередь нас волнует только одно: учеба, возрождение нации, единство нации. Это самые 3 постулата важных для нашего народа. Остальное уже Вейк ezegdu. Вей юка хаца уештук, амилштештук нахбу. Так, вей любовь мехтит вам бель шок тадалди, сок садах диз бош, амилшту. Не надо никуда. Если кто-то там экономически работает, там учиться, поехать можно. Но не позволяйте себя втягивать в какие-либо авантюры. Не позволяйте участвовать, не давайте участвовать в каких-либо военных конфликтах. По крайней мере, всегда во всех случаях будете виноваты вы. В крайними окажутся чеченцы. И это может привести к негативной стороне для нашей Родины. Я не знаю, если целенаправленно не пытаетесь там сделать что-то плохое своему народу или своей Родине. Вот. А в остальном случае деша диез, деба диез, даха диез. Ой, туамбоч, башара, шин башара дехе. Многие приоритеты изменятся. Люди вон за 3 года уже 200 тысяч себе накинули, пока мы сидели. Ну, по крайней мере, они так пишут себе в Википедии и в других статейках.
Мы эти 1,5 миллиона еле собрали, и то начинаем говорить, о, это не миллион, хош буй, 500 тысяч, тебяк наш буй, мечабу 500 тысяч. Сову кунохчу чу аж. Я могу показать, повести вас и показать каждое село. Бедный этот Натуев, который, этнограф, который сказал, что здесь есть там аварцы, есть там нагайцы, что здесь есть кумыки. Да, есть. Да, есть. Но они как были нагайцами остались, как были кумыками остались, как были там аварцами остались. И их небольшое количество, чтобы вы понимали этого. Но балаболы специально, алейкум салам, используют этот момент, взяв у Натуева. Вот мало, мол, вас. Ну вот возьмите книгу Мальсагова, там тоже можете найти. От монголов до кабардинцев, осетин, аварцев, кумыков, все фамилии есть. Но мы же не утверждаем и не говорим, что вы там от кого-то произошли. Нет. Нету такого большого заселения нашей Родины этими людьми с соседних регионов, которые здесь проживают. Другие начинают говорить, ну вот они же прожили с нами 7 поколений, там, да хоть 140 поколений они проживут. Они останутся такими же нациями, какими они были. Да, в их культуре будут элементы, так сказать, чеченизма, элементы нашей культуры. Ну и чего такого? Казаки тоже приняли нашу одежду, некоторые обычаи, терские казаки. Но от этого они не стали чеченцами. Вы поймите этого. И я, конечно, понимаю, что некоторые начинают там, уж нет. Нет. Нохчи есть нохчи. Остальные нации есть остальные нации. Хоть 1 000 000 лет мы их пустили, они жили с нами, хорошие соседи, хорошие братья, но они остаются своими национальными. Такими Всевышний Аллах создал их. Со своим языком, со своей культурой и так далее, со своим ДНК и так далее и тому подобное. Не пытайтесь приписать, не пытайтесь преувеличить за счет других народов. У нас хватает своего ресурса. Благо, женщины есть, мужчины тоже есть. Традиционно наши семьи не маленькие. 5, 4, 5, там, минимум 2, 3 детей. И дебар душон, дехар душон. Нам хватает нашего народа. Не надо нам приписывать вот эти байки. Смысл какой, если нас будет даже 1 миллиард, но если мы будем какими-то космополитами. Мы должны оставаться теми, кто мы есть. Мы должны оставаться нохчи. Со своей традицией, со своим языком, со своей культурой. Не нужно пытаться нам приписывать кого-то. Если человек утерял свой язык, свою культуру, там прожил уже 200-300 лет здесь, я тогда в этом случае, если там не проверить по ДНК, не найти его корень, в этом случае, я не знаю, в этом случае он там может себя называть, но снова же он житель Чеченской Республики. Ну уж точно не Нохчи, он не может быть Нохчи, потому что нету родовой горы, нету там и так далее и тому подобное, башни и так далее, и так далее. Поймите, здесь речь не о национализме. Есть граждане, которые до сих пор хотят быть гражданами СССР. Есть те, которые там империалисты, которые говорят, вот им Российская империя и больше ничего. Есть такие, есть сякие, каждый есть. И тут мы ничего не поменяем. Есть Нохчи от Серноводского района и до Уха. Это Нохчи. И нам не нужно меняться или подглаживаться, или там присоединять себе кого-то. Эти 5-10 тысяч там нагайцев, там столько же там кумыков, аварцев, ничего не изменит. Это все вместе, если взять, их даже не 50 тысяч. Их даже не 50 тысяч. Но делать из 50 тысяч 500 000 это неправильно. Некоторые наши там умеренно пытаются насадить. Нет, это наши соседи, это наши братья, это мусульмане. Все это есть. Но они граждане нашей республики, но они не Нохчи. Нохчи это отдельная тема, это своя, как говорится, культура, свой язык, древний язык, своя история древняя. Никакие западные, восточные там прибамбасы здесь не прокатят.
Конечно, и там пытаются лапшу повешать. Ну, мне как-то по барабану, честно сказать. Что касается самих исторических аспектов, или там от села назвали, от там ежика назвали, кого-то там, от там, не знаю, от тейпа назвали свой народ. Это их личные проблемы. Если полезут к нам, мы будем отвечать. Отвечать симметрично и в 10-кратном размере. Вот. Каждый пускай остается кем. Если они хотят у себя хоть папуасами, они могут быть. Меня это не волнует. Оскорбление моего народа – это оскорбление. Если каждый представитель нашего народа будет чувствовать себя оскорбленным, если будут говорить что-то плохое, ну, это тогда никогда никто не будет говорить. Если мы будем оставлять, это меня не касается, больше, вас будут дробить, вас будут оскорблять, вас будут унижать. И ничего не прекратится, и не изменится. Просто ночью народ уже через 20 лет начал просыпаться. Начал осознавать, что у него есть своя история, что у него есть свои традиции. И мы не космополиты, мы не те, люди, которым можно там говорить или указывать нам, кто мы есть. Понимаете? Что касается хорошие или плохие, снова же, я не утверждаю, что элементов, что есть среди нас плохие или хорошие, что они есть или их нету, я не могу, конечно, этого отрицать. Есть среди каждого народа есть хорошие и плохие. И проблема не в национализме. Проблема в том, что каждый народ хочет самоидентифицироваться. Если он, конечно, древний народ. Если он так, апар-чупар, там, пришел, приехал, прискакал, осел на этих землях, ему, конечно же, не будет интересно, когда будет автохтонный народ заявлять о том, что мы здесь хозяева, что мы здесь жили 1000 лет. Отвоевали, завоевали, расширились. Там. Есть, конечно, у нас тоже эти разговоры о том, что там от Кумы там, до Сулака, вся наша территория раньше когда-то что-то было, что он ждет тез. Шейн Муахк Метхуатуляйшун Айдамиров Стрэнджер пробный. Я получил от Стрэнджера пробный донат. Донат первый за сегодняшний день. Дакача Стрэнджер 95. Аллах дал сей дуэл. Дошло, сразу вылезло на экран, что от тебя дошло. Кстати, Стрэнджер, ты единственный человек, кто задонатил сегодня. Дал сей дуэл на новом канале. Надеюсь, Стрэнджер, на новом канале у нас будет ситуация лучше, так сказать. Дал сей дуэл. Так вот, что я хотел сказать. По поводу того, что воюючил яхкеметкши яхкелат нашел дом дать вот сиги вахаушу нахбаца. Ой, вахаушу нахбаца. Это что? Нахле дебдиз. Дебарх твеш дать свой деш нахцахала. Ой, халабол сюлит сахалит, ой, халабол. Ражер ой сахалит, юржит сарца, халацавает, нохчи халавалит, хала деш диз. ديبا ديشا تأقوى ديخردو تأقوى تعديتيش خلو ويقول ترتمش بيشا وقشق ديداشو تأقوى نيقي تيريتورش وييتشا بايدا бачунсу. Зудри. Так, ассаламу алейкум. Что со старым? Алейкум салам. Старый канал есть. Старый канал для постов. Старый канал для того, чтобы отправлять туда. Мы будем писать, мы будем оставлять. Как говорится, все там тоже будем проводить эфиры, поэтому я прошу не переживать. Это чисто для эфиров. Здесь будут эфиры. Прежде чем свои какие-то идеи воплотить в жизнь, мы должны вырабатывать стратегию. Без стратегического мышления ашмял болтать, я поэтому прошу, не обижаться, но не болтайте. Это называется болтология и пустословие. Любое государство при строительстве государства или укреплении республики происходит за счет людей. Сильной экономики и за счет людей.
Без экономики и без внутреннего стержня, только тогда, когда мы станем крепкими, единым центром, экономическим центром, туристическим центром, поверьте мне. Все, которые были на окраине, вот такие пустые разговоры, а-ля мы такие крутые, а-ля мы отдельные, этих разговоров не будет. Это все закончится просто вот так. Все тянутся к деньгам, все тянутся к экономической мощи. Посмотрите, например, США. Абсолютно государство, которому нету и 300 лет, сегодня на весь этот мир положило ногу и является чуть ли не единым гегемоном. Китай, который трудоспособен. Ну, до Китая нам очень трудно, фактически невозможно, потому что это, как мы знаем, все мы... И Хамзат задонатил. Хамзат дал сайыл, хадана дал духу ахуэл, Аллах дал сейдуат. Китай. Ну, по человеческому, да, там они говорят, превысили не 2 миллиарда, их там на самом деле говорят 1,5 или 1,4 миллиарда. Но у них есть трудовые ресурсы. Такое огромное количество людей у нас не будет, как бы мы ни хотели. Даже если мы бы только этим занимались, чтобы там количество имеет огромное значение. Поэтому, несмотря на то, что мы уже всему миру и что доказали, храбрый дух, пора жить, пора учиться, пора размножаться. Не поддавайтесь на провокации еще раз всех наших братьев, которые проживают в Европе. Отдавайте все для образования, отдавайте детей, чтобы учились. Шу мечта, шу желаешь, они воплотятся в жизнь. Если мы не будем учиться, если мы не будем знать свою историю, мы будем наступать снова и снова на те же ошибки, на те же грабли, и нас будут подводить к тому, чтобы мы время от времени, чтобы у нас здесь плавали лебеди белые, и Грозного не было, было большое одно озеро или море и так далее и тому подобное. Неважно, что здесь появится море негде, ну да ладно, это суть не в этом. Но факт остается фактом, многие об этом мечтают. Многие мечтают, чтобы пролилась кровь, многие мечтают, чтобы у нас была. И вы без моих, вы видели эти сообщения, проклятия вы видели. Ну и шадик Аллах караду. Аллах дайла война, это бирбат свой барцахала, вой дебаца деба, вой дахаца даха. Бусулба дош, деба дебш, даха дехш, деша деш, вой хуле. Мы вот тогда уже есть какие-то, вы можете какие-то стратегические там ушли. Построить дом, прежде чем построить дом, нужно заложить фундамент. Во-первых, делайте макет, ну, имеется в виду рисунок, набросок делайте. Потом заливаете фундамент, потом строите стены, крышу, все должно быть, это стратегическое развитие. Рассчитывайте свой бюджет и вот по бюджету. Вот точно так же должны действовать и на государственном уровне, и на понимании нашего народа. То бишь, мы должны знать, прежде чем вы там хуарте арбоушня бить свой шелковый путь, бить свой гюржи махтаба сабах, все вот эти разговоры, они бесполезны. Они бесполезны, абсолютно пустые. Это просто болтология. Из хирдац войнохчик амбарт бош садош вадаца хвата. Мы должны знать соседей, мы должны знать братьев, и мы должны знать так называемых братьев. Но самое важное и самое нужное, это, конечно же, экономическая подоплека. Экономическая подоплека, она существенная. Еще раз я говорю, не забывайте и поймите, что мы, когда будем всю жизнь искать виновных, мы никогда ничего не добьемся. Но чем больше людей образованных, чем больше людей умных, многие вещи можно избежать и добиться. Евреи добились своей государственности не за счет своей силы, не за счет своей воинственности,
и так далее и тому подобное. Евреи добились своей государственности за счет того, что они просто-напросто тупо учились. Во всех сферах они показали себя на сегодняшний день с лучшей стороны. Как бы нам это хотелось или не хотелось, что бы мы ни говорили, но они создали свое государство. Поэтому это нужно понимать. Это нужно знать. Уахошна, я поршяша, аскада дильду, ошадек дильду бош. Архпоэтбаться, если мы не можем элементарно быть одним единым целым. Мы не хотим учиться, мы не хотим, у нас будет кто-то виноват, у нас то мижги виноваты, то сюли виноваты, то олгы виноваты, то там, я не знаю, кто угодно у нас виноват. Да никто не виноват. Наша собственная лень и наша глупость, вот что виноваты. Поверьте мне. Если бы и Хасбулатова, Асанбеш, и Пхейтсиюка, в разных структурах, может быть, и войны бы не было. Может быть, хотя все от Всевышнего Аллаха. Может быть, мы допустили ряд больших ошибок, которых нельзя было допускать. И мы не знаем завтра, за что нас могут конкретно наши потомки, как говорится, обвинить. Почему вы упустили такой момент? Упускать моменты, которые у нас появляются в жизни, нельзя. Будут ли они завтра, неизвестно. И пока, как говорится, куй железо, пока горячо, вот это мы должны понимать. Мы слишком наивны, мы слишком простые. Нам может прийти любой один чекиндез, сказать: вы такие, вы должны воевать, вы должны разрушить империю зла и так далее. Там не ведитесь на эти разговоры. Этот человек никогда такого не скажет у себя дома. Он не подымет свой народ. Он придет и подымет нас. Пускай они начинают у себя дома. Пускай они покажут, какие они воины у себя. 10-20 лет повоюют. Вот тогда, когда мы почувствуем, что мы равные, тогда мы, может быть, послушаемся их и скажем, и сделаем вывод, к чему это привело. Почему-то люди всегда ставят примеры и опыты на нашем народе. Понимаете? На нашем народе. А нам это не нужно. Нам нужно учиться, нам нужно работать, нам нужно восстанавливать, возрождать. Вот что нам нужно. Поэтому Stranger Ирсяха. О, красавчик, уход, и наш динвалля. Вот, поэтому надо понимать это. Нужно осознавать это. Юхья махаж, туамбах махаж. Дик ресурс, хауш, ештай, экономически сильный регион должен быть. Должны выйти из дотационного списка. Станьте сильными, экономически сильными. Заводы, лучшие инженеры, физики, химики. Если все это у нас будет, за счет этого пойдут и инвестиции, пойдут и мощь. Без разницы. Может быть, это будет внешний фактор, может быть, это будет внутренний фактор. Стрэнджер, я верю тебе, брат. Очень даже верю. Поэтому это очень сложные вопросы, они очень нудные вопросы. Многие могут не понять. Мы всегда, вот изучая нашу историю, у нас всегда кто-то да виноват. У нас кто-то да виноват. Но когда мы оставляем этих людей, которые пришли со стороны, и интересуемся, а что же было до них? Что мы построили до них? Возьмем наше близкородственное, которое считает наш бала, войниш бала, баца, возьмем Уральское государство. Было Уральское государство, Хурито-Уральское государство, мощное, первое на Ближнем Востоке со всей структурой.
Что произошло с этим государством? Сколько оно просуществовало и что произошло с ним? Оно было разрушено за счет того, что в основном велись войны. То есть большинство каста военной, которая была среди этого народа, она всегда вела войны, она захватывала, территорий было много. Но управленцы внутри были гнилые и не свои. То есть захваченные. То есть некий макет сегодняшнего Соединенных Штатов Америки. Ну, они-то проработали, у них, если кто-то пытается разрушить США, сразу давай. И уральское государство, оно, хоть и первое государство на Ближнем Востоке и так далее, со своей культурой, великолепием, оно пало. Пали и другие государства, я понимаю, но мы же не хотим, чтобы что-то вот наша республика после возрождения пала. Нет, не хотим. А значит, нам нужно образование, значит, нам нужно хотя бы пропорционально, чтобы оно у нас было равносильным. Как бы сколько спортсменов, столько ученых. Если у нас будет, то ситуация начнет меняться. Вот. А так просто сидеть и говорить. Ну вот сейчас я вам могу сказать, смотрите, 1,5 миллиона. Возьмем Наурский Шелковской район. Это не густо заселенные районы, чтобы вы понимали. А там должны быть как минимум и Шелковской, и Наурский район, чтобы построить по одному городу. Если бы там было бы где-то я не знаю, ну хотя бы по 100 тысяч населения на Наурском и 100 тысяч в Шелковском районе, ну или 100, или 150, пускай будет в каждом. И вот эти два района занимало бы 300 тысяч, ситуация была бы совсем другая. И нужно было бы там построить город, нужно было бы туда подвести дороги федеральные, все это нужно было бы делать. Мы говорим о больших каких-то мегаполисах, говорим о республике, которая должна как бы территорию Шуйцкую исторически, от Дуная, там, я не знаю, от Волги там, до Алтая и так далее. Там. Но кого вы туда собираетесь заселить? Кого? Мне интересно, если у нас нету столько народа. Там же должны проживать, кто-то же должен там проживать. Вы сами задумайтесь, задайте себе вопрос. Задайте себе вопрос. Вот мы говорим там кадык. Наурский, Свердловодский, Шелковской, Ножеюртовский, там, или же и Тумкалинский. Это все, это круговая наша оборона. Они не густо заселенные районы. Это не густо заселенные районы. А если не густо заселенные районы, смысл какой? Смысл какой? Все пытаются приехать в Грозно и жить в Грозном. Ну да, сюда 300-500 тысяч засунем мы в этот город, грубо говоря. Дальше что? Дальше что? Как жить, как работать, как развивать? И историки будут говорить, да, у нас там были эзотеричные районы, да, у нас там были эти. Но жить-то надо, развиваться надо. У нас нет понятия государственности или мышления как государственных мужей, которые должны развивать и структуру, и экономику, и так далее. Там. У нас все стремятся засунуть в Грозный. Поэтому мы должны четко осознавать и понимать. Нам не хватает в первую очередь, и самое главное, нам, чтобы туда люди стремились развивать. Поэтому нужно учиться. Если в Наурском районе будет своя изюминка, в Шелковском районе будет своя изюминка, ну, кроме фермерского хозяйства или сельского хозяйства. А если и сельское хозяйство там, и будет надо его до такого села поднять, до такого уровня его поднять, чтобы люди хотели туда поехать. Поймите.
Самурай, государственную политику строим мы сами. Понимаешь? Мы сами строим и делаем государственную политику. Если люди, которые будут готовы поехать на окраину и развивать там что-либо, и уже республиканское, или своим образом, или бизнесом, вот это будет уже совсем другая картина. Просто так от того, что вот там шибануло кого-то там, все давайте поедем в столицу, Аллаха уж родову мадать. Должны это понимать. Не знаю, у нас немножко понимание государственности может расходиться. Может быть, это из-за этого. Вот, чертовуса, я с тобой на 99,99 согласен. Гражданская позиция должна быть. Верно. Стремление к государственности, стремление к чтобы экономику возродить, это все должно быть. Но у нас индивидуальность очень сильная. Если строим дом, то в центре города. А почему не думаем мы о том, что если серноводские люди будут там с Серноводск максимум строить там дома, один построит 5-этажку, другой построит 10-этажку. Почему мы не думаем о том, что Серноводск может быть следующим городом Чеченской Республики? Почему у нас нету людей, которые хотят в этом Калинском районе сделать, я не знаю, как такой же Цюрих, швейцарский город. В горах у них все есть. Нет, у нас не хотят. У нас, знаете, что говорят? Если в горы приедут многие, горы будут грязные. Мархласлейштац. Томаш Хуалшук. А почему у нас не может быть городом там? Очень даже красивый бы город был в горах. Небольшой, но был бы. У нас лямниш невозможно сунуться. Арсаламбу, Арсаю, все. Так, ты там 2-3 дома постоят и все. Конечно, мы не сделаем Швейцарию. Я не говорю туда заселять инородные какие-то этнические группы. Я этого не говорю. Я говорю построить там маленький красивый город в горах. Построить точно так же, там, не знаю, на Жаюрте, в Шелковском районе, в Науре. Ну, чтобы мегаполисы были и везде в других местах. Тогда уже можно говорить о каких-то других вариантах экономической целесообразности. Вот о таких вещах можно говорить. А так, все в одну столицу лезем, все думаем так, больше ничего. Конечно, черту, но мы знаем, что у нас всегда было очень сильно развито сельское хозяйство, животноводчество. А значит, в эти районы нужно максимально туда людей поселить. Дать, вот я не знаю, какую-то на государственном уровне, принять программу. Но для этого должна быть гражданская активность и ответственность. Вот и все. Не знаю, Ведри. Проблема не в том, чтобы приезжали умные люди сюда.
другой национальности. Нет. Мы здесь в первую очередь своих людей должны установить. В первую очередь потянуть своих людей. Образованных, грамотных. И тогда остальные тоже потянутся. Никто не поедет там, я не знаю, быть городом, где сотни базарчиков, мне это не интересно. Это всегда... Я не вижу развития экономики в этом плане. Базаркомы здесь не помогут. Ну, были у нас в советские времена, с Грузии приезжали. Пятигорский рынок, наоборот, сюда приезжал. Там Хасовского рынка не было. Тоже здесь, в Грозном, были большие рынки. И что? Как нам это помогло? Vay muhak diye bir tğerçtala. Şvarbalet tğerçtala. Vay qahiga diz. Vay mahka. Вахоша диз. Вай қиетам хылбезишт. Это моя родина. Я отсюда никуда уезжать не собираюсь. Мы говорим Чеберлоевский район. Вы были в Чеберлоевском районе? Я был. Километр друг от друга дома стоят. Ни компактности, ничего. Огромный район, людей мало. Сунутся туда, Сюля? Конечно, сунутся. Это лакомый кусочек, когда мало людей. Понимаете? И у нас час закончился, видать, опять сейчас через 2 минуты отключится эфир. Поэтому. Ладно, давайте сейчас я перезагружу. Там осталось полминуты. Заходите сразу, не пропадайте. Я сейчас как раз таки быстро. Если вам интересно, мы продолжим эфир. Поэтому здесь, к сожалению, не... Это новый канал. Здесь через час отключается прямой эфир. Я перезагружу. И заходите, чуть-чуть пообщаемся, и я вас оставлю в покое. К сожалению, по часу только здесь эфир. И через час, видать, отключается. Я не знаю, это что за ноу-хау. Ну, такая вот фишка. Надеюсь, что в будущем все будет иначе. Посмотрим, что да как получится. Так что перезагружайте, заходите.
Так, благо здесь на этом канале все быстрее становится ясно. Было 23 человека, из них 12 вернулись, по крайней мере. Вернулись, и мы продолжаем. Так вот, что я хотел сказать. Бяхма Билыш. Вернулись. Грамотное заселение своих территорий происходит за счет внутреннего потенциала. В части ставропольских земель в основе там поселились уже второе поколение почти из Ставрополя, северная часть Дагестана, и вот рядом везде заселились люди. Потихоньку они уже становятся там коренными жителями. Это что? Асполшли. То же самое нужно делать и нам. Не всем стремиться в город, не всем там лезть туда, в городские дебри. Я понимаю, что финансово ближе к городу дороже. Это то же самое. Москва и Питер, там не продохнуть все уже. Как говорили в советское время, лимита наехала. Но в Москве и в Питере, конечно же, есть потенциал какой-то. У нас же этого потенциала, к сожалению, градообразующего все меньше. Градообразующие предприятия могут появиться за счет людей, которые образованы, которые знают, что они делают. То же самое должно быть в Наурском, Шелковском, там, Серноводском районе. Вот потенциал должен. А уже, когда мы уже начнем там учиться работать, развивать бизнес, делать какие-то интересные проекты, дальше уже будет намного проще. Так, значит, ой, духка, ой, деба, кедек. Интересно, хумштуется. А пока, ой, ашпол, махка, ой, на. Достатки был, ой, беглар бабезвой. Не раскидываться, не раздаваться. Вот эти пустые разговоры. Шеметр, ту арьер, войнам, ту арьяц. Дельчена, масан хочет шеметр. Но шемахкалар бабез. Свою родину нужно беречь. Свое население нужно беречь. Поэтому надо это понимать. Это нужно знать. Уэйга, аухуаймах бале Хемехш бале шуг берзба, нах деб диез. Буалба биез, деш диез, шаш гейт диез. Уж просто так. Уэйн лаар, уэйн цахуняды, уэйн халури, уэйн цандасу малурят. Уэйн тэхветтена, уэйх татардал гарч, уэйн долчу шаш дуалет гарч. Сөйлебу, шейхуняды, население халяк, шаш почти миллион дубош, 900 тысяч дубош. Кыбеш бу шаш там 700 бу, кыбеш бу. Просто-напросто, ой, из-за количества долхари, цара халба ахер тарбацаюш. Ну, ой, хинс полтора алла, и ой, тахки гача, душу долчу алет гача, шумштуш. Не просто так это, конечно, это все рассыпется, если провести честно, достаточно справедливо, провести там, я не знаю, подсчет, алейкум салам, населения нашей Родины. Это зависит от этого, конечно. Всех, кто бы где бы ни проживал. Башла, много людей за пределами республики. 300 тысяч в Европе, еще больше в России за длинным рублем. Я знаю, но никто из них не собирается возвращаться в данное время. Длинный рубль, короткий рубль, разница ятика. Мы должны быть экономически привлекательными. В любом случае, человек по молодости всегда хочет уехать. Но уже в зрелом возрасте, валейкум салам, он стремится, уже думает о детях. Шею Мария ешу, шек анзудиалу ешу, цел, армечки, алейти, кибеш по албайте луш. Их бамбуиш, но кезик буш. Ше даймуах без, ше лам без, ше бау ез, все это хотят.
нормальные люди. Ненормальные, что военным сейчас больше атаича диктует. Вот. Поэтому надо понимать, Оша, АФ 2 четверки, 2 пятерки. Я знаю это. Он дексуна мадуи. Вот тут мы снова же говорим о гражданской позиции, о единстве народа. Ой, барт бош, ой, цап бош, хули. Ой, да, ладыкник ходу. Если мы, конечно, к этому стремимся. А если не стремимся, то, конечно же, никаких разговоров и быть не может. Мы должны об этом в первую очередь думать. Дин сани, дин дюч, ой, хотя в этом плане тоже есть некоторые недоработки. Не дин сани недоработки, а в плане работы с молодыми ребятами, которые есть там. Заблудшие, которые особенно на различных субкультурах растет поколение, они всякие там PBS, корейцы, там рокеры, панкеры, моккеры, они начинают гонять, конкретно гонять, потому что у них вот это в свое время их не поставили на место предки или разведенные предки, и не поставили их на место, и, конечно же, из них вырастают какие-то дегенераты, извините за выражение. Иначе их назвать нельзя, потому что они, мы же видим их в интернете, они такую ересь пишут порой. У меня дегряции, вожьяции, больше дынты, ахкарчи, умшту дал, рдуаль, вот сумно. Так, вы Айдамиров Нурмагомед, брат, задонатил через PayPal. Нурмамад, да, савел, хадонат, да, духуахуаль, да, сейдуаль. Вот. Сегодня у нас нет 3 доната, уже не так уж плохо. И это радует, конечно. Вот, поэтому мы должны понимать слабых мест, сколько у нас есть слабые места, как проработать их, как работать над ними. Очень сложно, конечно же, особенно тем, кто далеко, тот, кто ну, они же не знают, кто это, правильно, брат? Поэтому кетам без о государственности, оппозиции, своей гражданской активности, не сиюминутная выгода, не сиюминутное развитие, там, улететь в космос. Нет, конечно же. Мы должны понимать непосредственно о том, что все пропорционально, понемножку должно двигаться. И в этом плане мы не должны глупить и максимально приложить усилия, чтобы молодежи кьетам хлет. Ну, многие не хотят изучать, ни историю не хотят изучать, ни наукой заниматься не хотят, потому что невыгодно. Это долгий путь к тому, чтобы заработать и стать богатым. Но все богатыми не будут, а Родина у нас одна. И нужно понимать это. К сожалению, интернет и телевизор не самое лучшее поколение, которое выращивают. Родители, мать с отцом вечно днем и ночью бегают, работают, хотят заработать. Дети все время в социальных сетях. А в социальных сетях мы знаем, что есть хорошие паблики и есть паблики, которые не совсем айс, так скажем, алейкум салам. И что же делают эти паблики? Они растят поколение имбецилов, которые ходят с пустыми аватарками, которые лезут в чужую историю, которые сами не стоят ничего, души ноль, мужества ноль, но они в интернете герои, они будут оскорблять, они будут писать, они будут искажать, воровать.
что ни попадя. Вот, поэтому брат Умар задонатил, Умар досавил, донат дал дохуахуа. Вот таких людей, которые с презрением говорят о религии и так далее и тому подобное, мы должны понимать это. Мы должны осознавать это. И честно сказать вам, все сложнее и сложнее порой бывает достучаться до родителей. Это очень сложно. Это очень сложно. Это каждый считает своего ребенка уникумом. Нет, не блокнули за собор. Это для прямых эфиров, то для постов. Не блокнули и этот военный. Здесь я просто не буду закидывать разную информацию, чтобы у вас лишний раз не грузить. Здесь будут только эфиры, а там будут посты. Ну и там тоже время от времени будем проводить. Вот как-то воспитывать поколение, которое родители считают, что всегда их дети лучшие, что их дети никогда не попробуют сигарету, никогда не попробуют выпивку, что девушки и девочки не будут носить штаны и так далее, и тому подобное. Все это, пока мы бегаем по работам, пока мы зарабатываем, так сказать, хлеб, это поколение растет. Ва алейкум салам. Благо дома здесь среди своего народа это еще как-то сдерживающий фактор есть, здесь не так. А если это где-то в России или в Европе, это вообще увеличивается в разы. Родителям очень трудно, потому что они должны работать, они должны развиваться, они должны пытаться отправить среди нормальных людей. Я знаю, потому что мои родственники, друзья, многие сейчас идут без доха, лет 15-16, все без. И это понимание, оно правильное. Пока это понимание у людей есть. А если его не будет, вот это будет огромная проблема. Это будет реальная проблема, потому что если такого понятия у людей не будет, то завтра, послезавтра вырастет поколение реальных космополитов, которые не будут любить свою родину, чувствовать себя частицей этой родины. А такого у нас никогда не было. Проживя 13 лет в Казахстане, наш народ стремился домой. Они хотели домой. Вот. Даже те, которые уехали в Иорданию, Сирию, Турцию, они тоже стремятся. До сих пор прошло, доброй ночи, прошло столько времени, но они все равно хотят домой. Я уверен, что и у черкесов, адыгов то же самое. Те, которые там за пределами выросли. Если есть вот эта привязанность к своей исторической родине. И мы должны всяческим образом вот это в людях поддерживать, стремление к домой, стремление получить образование. Ва алейкум салам, нормально, альхамдулиллах, держимся. Это очень сложно, когда у тебя нет понимания любви к родине, к чему-то своему родному. Если ты уехал в Америку, то здесь, на твоей родовой горе, там, твоя башня, твое село, твоя бабушка, прадедушка, они были похоронены, и здесь твое место. Ты можешь прожить там 20, 30, 40 лет, но возвращение, возрождение вот этой своей родословной, почему говорили всегда «нохчи элебу». Любой тейп элиду окэ. Про любой тейп в основном ты можешь услышать нохчи. Эли Бога — это статус. Статус. А статус что в понимании европейцев? Это аристократизм. Аристократия — это что? Это твой род, твои земельные наделы, твоя история. Переведем это все на наш родной нохчи язык, нохчи мат. Хо ламбала, хавурхи давала, хатайпадала, хаваргарадала. Вот это дает тебе статус аристократизм, так называемый. Элихелер. Цундер ухор нохчи,
ценнохчи эль. Вот о чем мы должны понимать. Понимаете? Если мы это осознаем, ну или же хотя бы 10-20% нашего населения осознает это, тогда, конечно же, ничего не потеряно. Если мы будем говорить, да, там, абрек, хеласон, царь, мы будем отталкиваться, тогда мы станем обычными космополитами. Тогда управлять нас как марионетками будет намного проще. Почему? Потому что у нас нет любви к своей родине, привязанности к чему-то своему нету. Мы готовы будем предать, мы готовы будем продать, и нам без разницы будет. Здесь будет идти война, будут гибнуть. Маслабас, не дай Аллах, конечно. А он, живя в Америке, будет говорить, ну да, там были мои предки, но я забил сейчас, я забил на все это, да мне пофигу там. Я американец, я крутой, чикиндез, я здесь в Лас-Вегасе кручусь там, мучу, у меня там жинка есть, там дети. Может есть, может нет, а может просто в конце скажет, я все на свое наследство оставлю своей собаке. Или там, не знаю, там, есть же любители жениться на пылесос или оставить наследство собаки, кошки. Это обычные стандартные вещи, и считается, что это круто. Ну, вот такие вещи, это прививка, вот прививаются они. Это считается нормальным, это свобода слова, свобода воли, изъявления. Но про остальных больных я и не хочу даже и говорить. Я не говорю, что в Европе все такие. Снова же, стоп, чтобы вы понимали. Это жизнь этих людей, и они сделали свой выбор. Жизнь наших людей, жизнь нашего народа не заключается в том, чтобы там только я да я, там хата не моя. Нам всегда было больно, что у соседей, что там по улице кто-то плохо живет. Саверхум елгает, и я там поделиться дагает лула, чункула, чур урмер, чун юртарчун. Всегда было так. За счет этого мы выживали. Это наши традиции, это наши адаты. Когда мы это все забудем, интереса к нашему народу как таковой тоже не будет. Вы думаете, что будет интерес? Нет, не будет. Ну, будешь ты какой-то очередной перец, я не знаю, блин. Если захочешь быть фриком, то есть позориться, там, татуировки сделать, там, не знаю, рожки сделать, как у сатаны, или там, не знаю, там, без головы 3 дня воевать, с ножом ходить. Тогда, если ты такой фрик, то, конечно, может, ты засветишься на определенное время. Но не больше, не меньше. Стремление всегда должно быть к лучшему. В мире, снова же я повторюсь, насчет войны, насчет храбрости, духа там и так далее, это все уже мы доказали. Этого уже доказывать никому не нужно. Уже с лихвой доказали. Время устроить свою жизнь. Время возрождать все, что оставили нам наши предки. Вы знаете, только тогда, когда ты попадаешь в горы, наши горы, разницы нету. И Тумкалинские, Галанчожские, Шаройские, Чеберловские. Люди сегодня многие не понимают. Они настолько уже заплыли жиром, вот этим безразличием. Мы уже к горам своим безразлично относимся. Не все, прошу понять меня. Определенное количество людей. Но когда ты туда попадаешь, ты видишь, вот я когда вижу в горах какую-то башню, которая там уже вот-вот развалится, я понимаю, что по сути небольшие, даже если даже по размерам небольшие деньги, если весь этот тейп или кто-то соберет эти башни, оживит, возродит их, то есть камни, все там лежит, нанять хороших специалистов, воспитать своих специалистов, вот эти жилые башни оживить, все это оживить, это будет просто бомба. Это будет просто бомба. Это будет туристический рай, потому что вот люди вот особенно европейцы, вот нормально, остальной мир, они просто стремятся поехать, увидеть что-то новое. Что-то такое у нас, ну, чтобы не соврать,
сотни, тысячи башен в горах. Где-то фундамент только остался, где-то что-то, то есть глыбы, валуны. Это все просто возродить. Я знаю, что многие начинают, там, не надо возрождать, оставьте как есть. Но, вы знаете, у нас слишком много чего уничтожено. Я снова же не говорю, там, привлекать сюли, там, чтобы только сюли строили башни. Нет. Грузинов, там, посмотрите, где, может, Хивсурети, может, Тушети. Есть, остались специалисты из Грузии, из других мест, пригласить, использовать эти валуны, эти башни, жилые, там, все возродите. И я вам клянусь, человек, который возродит все, вот эти башни, все, сделает свое село, вот этнический туризм, он настолько, люди будут просто-напросто толпами просто туристы приходить туда. Просто увидеть, сфотографировать, купить какой-нибудь камень, и этот человек будет просто жить, развиваться. Если он еще будет фермерское хозяйство, там, не знаю, сыр, молоко, что-либо там, овцы, мед, это вот, вы поймите, это 21 век. Все там городами новыми никого не удивишь. Понимаете? Мегаполь, высотки не удивишь. Ничем этим не удивишь. Экотуризм, этнотуризм во всем мире развивается. Там едут в Индию, Амазонку, везде. Вот, все всем интересно. А Чечня сегодня это бренд. Это бренд. К сожалению, мировая тенденция сейчас такова, что людей тянет к плохому. А именно чеченцев преподносили как там, я не знаю, вечно воюющими. Но вы представляете, если будут американцы, англичане, французы, немцы. Я говорю про культурных туристов, которые приезжать, видеть 500, тысячелетние башни там, и так далее и тому подобное. Они же точно так же и в Швейцарии тоже восстанавливают. Какой-то там фундамент остается, они могут сказать, вот это вот эта часть, это историческая, вот это мы уже возродили, поставили по той же технологии, все накрыли, где ночевать есть, где зайти есть, где там накормить есть в горах. Вот это просто-напросто, это многие не понимают, это миллиарды и миллиарды рублей. У нас, заметьте, с альпийскими лугами, Джаберлоевский район. Очень мало домов, очень мало там что-либо. Ну, сейчас кроме Хуай. У нас Шаройский район. Там есть такие места, в которых были башни. Если восстановить, это просто будет невообразимо. У нас и Тумкалинский район. Уалейкум салам. Нет, и тот канал тоже наш. Там я буду посты делать, здесь я эфиры, чтобы друг другу не мешать. Ну и там тоже буду. Это, на самом деле, это очень долгая тема. Я сегодня не успею, сейчас уже вот время у вас тоже как бы немного осталось. Но если мы будем говорить об этом, мы найдем многие исторические моменты, то есть вот эти захоронения. Все это будет настолько круто, настолько сильно. Люди потихоньку, после того, как начнут все сделают в башне, там, в горах и так далее и тому подобное, когда все это закончится, когда люди поймут, что от этого есть туристический приток, от этого есть финансовая поддержка, люди начнут строить и в Шилковском, и в Наурском, и в Ауховском районе. Люди начнут строить башни свои исторические, дабы это будет всегда в тренде. Не для войны, а для туризма. Они будут все чаще и чаще искать каждую деталь в историческом плане, как они были раньше. Потому что чем больше она будет соответствовать исторической действительности, тем больше туристов будет привлекать. Снова же, сейчас эти башни нужны как исторические. Если найти фундаменты на исторических каких-то местах сделать, это вообще бомбовская тема. Поэтому мы можем развивать экотуризм, мы можем, снова же, европейские туристы отличаются от этих других туристов, которые вечно там бухают, бутылки, мусор бросают. Я не про этих туристов говорю, это не туристы, это вандалы и скоты. Я не про них говорю, я говорю про нормальных людей.
они лишний раз бумагу не выкинут. Тем более, зная нашу ментальность, зная нашу воинственность, они будут всегда более или менее аккуратными. Аббас, я говорю про исторические дома. Еще раз повторю, я говорю про исторические дома, которые там сегодня есть, разрушенные, замки, дома, старые, не новые, старые. Это было бы намного круче. Я за то, чтобы сами чеберлоевцы возрождали Чеберлоевский район. Понимаешь? Чем больше Чеберлоевский район вернутся родные дома, вернутся чеберлоевцы, Уаллахи бихарбатиги, цхасюли чугуарта бару. Эти поля, эти места, наделы, там должны жить люди. Но если там нету интернета, если там нету современного водопровода, лифта и так далее и тому подобное, люди думают, что это все, это отброс там, это третьи страны мира, как живут, так, ну нет, так не должно быть. Сами должны построить. Понимаете? Ну, блин, да это... Сколько там было раньше башен, ты знаешь это? Ты видела? Вот у меня есть книга по карте, сколько их. Когда говорят, что будут возрождать и выделять деньги, сами чеберлоевцы там находят столько всего. Это надо возразить, это надо сделать, то надо сделать. Если там даже 2 замка только будет, если его во всей красоте, как он был исторически, возродить его, Хуай, 2 этих замка, еще башни, ты представляешь, какой поток туристов там будет? Понимаете, вот о чем. Ты смеешься, тебе это вот сейчас прикольно, а я, между прочим, говорю вполне нормальные вещи. Я об этом говорю. Ты не понимаешь, у тебя нету стратегического мышления. Не в обиду, конечно. Не в обиду. Я говорю про башни, жилые, боевые, замки. Да мне без разницы. Если просто одни могилы там будут исторические, если их красиво оформить, сделать все четко, грамотно, люди просто посмотреть даже на эти могилы будут приезжать. Ну, вы знаете, вы сбиваетесь с настроя, вы сбиваетесь с чего-то важного, вам кажется это смешно. Я надеюсь, что когда-нибудь вы вырастете и поймете. Может быть, такие, как я, и не будут этого говорить. Но понимания государственности нет у вас, экономической независимости у вас нету. Вы с таким мышлением всегда будете дотационным, раз, зависимым, 2. Не будет там туристов, не будет там людей много проживать. Этот район рано или поздно заселят. И заселят его не ты заселишь его, и не я не заселю. Его заселят сюли, которые живут по соседству, которые при возможности будут потихоньку сперва брать в аренду, потом построить лачугу, потом рядом еще одну лачугу, и через 100-200 лет получится там, не знаю, как это произошло с Ансалта, с Далым и так далее и тому подобное. Салатау или как там у вас еще называют. Как это произошло с Аухом. Они же говорят, что они там, сейчас некоторые утверждают, что они всю жизнь там жили. Это смешно. Сегодня это смешно, но завтра это не будет. Особо сильно подверженные захвату и нападкам, это в первую очередь те районы, которые по границе. И чем больше они будут заселены, чем больше туда будет приезжать туристов, просто даже пеших туристов, проездом, которые по дорогам приедут, они будут знать, что эта территория всегда была за чеченцами, и это туристический маршрут по Чеченской Республике. Чем больше людей проедет и докажет, и запишет, выложит в интернет, тем больше будет доказательств. А когда туда никто не едет, когда там никто не живет, каким образом будете его доказывать, что это ваша земля? Вот скажи мне. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю и что я говорю.
Да никак не докажут. Мой дед там похоронен, да пофигу им. Они вырвут плиту, сделают очередные коровники, свинарники. И что ты там докажешь? Что Марат здесь когда-то был? Ничего ты не докажешь. 1200 домов ты мне рассказываешь? Я помню, как Хой начали возрождать. Когда людям сказали, что вернуться аж да, там, какие запросы были у наших людей, я помню. Мне не надо рассказывать про нашу республику. Я прекрасно знаю все. И я помню, какие госпрограммы. Когда там ни одного человека не было, а в Макажое было 2 дома, я ездил туда. 2 дома там было всего лишь. Когда хотели сделать военный полигон, как мы протестовали и были против этого. Я тоже помню. В это время невыгодно, никто не, даже боялся туда ездить. 2 дома было в Макажое. 2, не больше. Никого там не было. А там хотели сделать военный полигон. Окружностью там до 40 километров. Поэтому я Хуай Макажой разницы яция про казино Амдала Басом. Точно так же, если бы вы чеберла аш алсам нах балхари, чеберла цуау цумахка аш балари, валлахи сөйлеші 5% латти қиде гитсига хирмадается. И өзін амбиют у нас. Там разные вещи, короче. Не будем об этом. Речь не только о Чеберлоевском, а о других районах тоже. Сегодня, Аллахи, несмотря на то, что плюсы, минусы, многие что говорят, я хочу сказать вам одну вещь. Завершая свой эфир на сегодняшний день. Если мы будем стремиться к тому, чтобы заселять свои районы, свои родовые места горные, и возвращать туда больше людей, мы их не потеряем. У нас должно быть более такое стратегическое мышление. Ну, если мы будем рассчитывать только на то, что авось прокатит, мы, конечно же, алейкум салам, мы ничего не добьемся. Не Беков, а Боков. Боков, гургул Секир башка. Боков подписал в 1983 году и отдал часть казино Ам своей подписью, подло отдал кусок земли Даниалову. С Даниаловым, кажется, он подписал или не с Даниалом. В то время кто был, я не помню, сейчас уже. Масерах и Убюстик. Поэтому мало людей. Мало. Да, вспомнил, что я. Несмотря на то, все что проблемы, которые нам рассказывали, и рассказывают там. Мне власти это сказали, мне власти то сказали. Власть ничего не будет делать до тех пор, пока в этом районе не будет проживать достаточно людей. 1000, 2000, 3000 домов пускай там будут. Когда все больше или больше людей будет поселяться туда, тогда власть обязана будет это сделать. Но я помню, лично я видел эти документы, потому что я в то время работал в департаменте социального регионального развития. Это администрация президента и правительства в то время. Когда просили власти, региональные власти просили, возвращайтесь в Чеберлоевский, Веденский район, люди, возвращайтесь. Не надо съезжать, не езжайте в Урус-Мартан, Гудермес, Шали, Грозный. Не надо, возвращайтесь. Это важно. Будут поддерживаться проекты, будут там и так далее. Но все хотели миллионы, все хотели 0% там что-либо платить и так далее и тому подобное. Так не бывает. Я там сказал, мне один там чиновник сказал, Аббас, да хоть 100 чиновников сказали, заселите это место, и тогда все будет иначе. Поверьте мне. Сегодня просят, возвращайтесь в Шаройский район, Чеберлоевский район, Итум-Калинский район, Галанчожский район. Понимаете, я же знаю, что говорят люди.
Я знаю. Простые люди говорят, о, саурвар. Если бы. Вот если бы быть не должно. Если бы быть не должно. Или вы возвращаетесь, не ставя никакие там условия. И делаете все, чтобы там построить себе что-то и жить. И тогда уже в дальнейшем заложите свой бизнес-проект, а остальные подтянутся. Но нет, мы хотим, чтобы государство построило дома, государство сделало там нам село, воду провело, свет провело. Нет, господа хорошие. Там газ, свет, они подведены, в отличие от раньше. Сейчас-то там и газ есть, если я не ошибаюсь. И свет есть. Поселяйтесь. Нужно поселиться и дальше можно. Речь не только о Чаберловском, это о любом районе. А что касается, вы можете не верить, но я вам скажу честно, если максимальное количество башен, замков, военных, гражданских объектов, старых, вы будете возрождать в горах, то это может принести миллиарды рублей. Потому что людям неинтересно приезжать там, грубо говоря, современный город. Это не так. Это, Дубай есть, другие есть. Сейчас удивить сложно. А если мы хотим, чтобы здесь Щекоби и Саях, чтобы приезжали, чтобы гостиницы, номера снимали, чтобы туристические маршруты были в Аргун, Галанчош, Чеберлой, Казино и так далее и тому подобное. Нужно возрождать. И нужно, чтобы там, если вот эти будут башни жилые возрождать, мало-мало людей начнут возвращаться. И если они поймут, что там они могут реально заработать, просто живя в домах своих предков, в замках, за которые не надо платить аренду, за которые не надо ничего давать, они будут жить там. И подготовят все. Это будет совсем другая картина. Поверьте мне. Это будет трендом. Не нужно будет швейцарских. Наши горы в реальности, они не хуже швейцарских. Они не хуже швейцарских. Вот. Хан Маршоган делает все, чтобы нормально брату поддержать. Маршу. Красавчик, Вова. Поэтому я понимаю, что многие не хотят возрождения, но Цюрих, Берн, или как он называется, Бонн и так далее и тому подобное, Берн и другие швейцарские города, они не всегда были такими великолепными, не были они такими, там, возьмем те же альпийские, там, австрийские горы, Шале, Мале, французские, там, это все, об этом нужно, как говорится, нужно заниматься этим. Возрождая эти башни, мы найдем очень много исторических объектов, исторических артефактов. Вот это нужно стремиться делать. Дальше уже развивать будет намного проще. И дороги будут развитыми и так далее и тому подобное. Люди захотят вернуться в горы. Инфраструктура в горах появится. Не нужно рассчитывать, что власть построит новый город в горах, и чтобы, скажут, люди, бесплатно езжайте туда и стройте там себе это все. Нет, это не так. Это не было так никогда. Вот. Сколько там осталось до утреннего азана? Рассказать о Симсиме. Я бы с радостью, может быть, тебе и рассказал о Симсиме во времена Тахтамыша. Что рассказать? Вы должны прекрасно понимать, в каком положении в то время мы были во времена Тахтамыша. Во времена Тахтамыша это времена Золотой Орды и Аланского царства. И если бы мы могли много бы рассказать, то, наверное, все бы было бы немножко иначе. Очень скудная информация.
Очень скудная информация про эти времена. Но мы работаем над этим. И надо работать. Никто не согласится на такое. Ну, не согласится. Тогда давайте вот так дальше жить. Мы будем обвинять Мюжги, мы будем обвинять Галга, мы будем обвинять Сюли, мы будем обвинять всех вокруг, власть будем обвинять. Все у нас будут плохими, все у нас будут эгоистами, которые хотят себе дом построить, и до остальных ничего дела нету. Все будут восхвалять свой тейп, свою семью. Потом мы будем говорить, что мой тейп круче, нас 2 миллиона, а остальных всех всего лишь 10 тысяч человек, и так далее и тому подобное. Абаз и Бахка. Вот итог всего разговора, который мы с тобой говорили, вот закончился вот в этом. И да, будет какой-то чудик, который будет пытаться выковырять из нашей истории, такой как я там, какие-то моменты, которые хочет рассказать. Что же в 21 веке на самом деле делали ногчи? А что они делали? А ничего они не делали. Они друг друга подкалывали, они над друг другом издевались, за спиной друг другу делали гибат. Вот чем мы занимались, чем мы и занимаемся. Каждый сам себе, один Норвегия, лебедь, щука и рак. Еще какая-то централизованная власть еще пытается это удержать. Если бы не было этой власти, вполне возможно, разделились бы независимые шалажи, независимые Гудермес, Шали, и Сюли, и Гумки, и остальные вот так управлять будут. И будут рассказывать вам и вашим потомкам, что какой-то несуществующий Шаухал владел этими землями. И вы будете верить. Знаете почему? Потому что духа не хватило понять, что свое родное нужно беречь, поднимать. А мы не хотим. Мы не хотим. Ой, раскыш надан лоришун, ой, сюилиш надан лоришун, ой, шайл социальный объект караха решун, ой, ни черта, ни тит ира ячун, ой, иш оши, цепляться деш, оши, эла оши, Европа обочан, европейский ногчи, буй, хоккабеш, иш буй, чечено говорящий, ош буй бош, вот так всю жизнь проживете. О, а денка сдать, не чистый не гуй, чистый, не, со чистого, чистый ватсон, да, вал. Шу юрта, дук евреиш, бу махезасун, да, шу еврей, хамичеру, хатерский казак, хавалун, да, вал, адемаду, то, что че вообще, да, цюрта, наркомас, этих шоз Марьяна, этих куз хаяна, а иш вообще пантышат, пичич, барышам. Вот ваша жизнь. Собираясь на пятаке, сидя в интернете, считая себя умнее всех, но ни один из вас не будет думать о единстве, о целостности народа. Стоит задеть малейшее, чуть-чуть поковырять вас, вы сразу занимаете позу, там, не знаю, оборонительную позу, чтобы наехать на кого-то. Мари банчарт шубалбу, цеянчин шубалбу, цаалшин шубалбу, тейпанц инуват шубалбу, Европа дабанчан ли шубалбу, Казахстан дабанчан шули балбу, Гаскаш дабанчан шуби, Мюжгиш всю жизнь бой шалак бяш бубош, бой Гаскашан лиш, бой Кьечан лиш, бой. А что в итоге-то? В итоге что? Мы же верующие люди, мы веруем в Всевышнего Аллаха. Дайл Мабохар, Дайл Тебуахбелен, Элам Амуш, Бърт Бош, Цатош, Муахкларбеш, Вайдагой Эльчхена. Не, люди на это не согласятся. А ну давай, прокатит. Нам никогда не дадут жить отдельно. У нас всегда будет виноват. У нас кто... Это не только у нас. Сюли тоже говорят, у них эти виноваты. Галвы тоже говорят, у них ногчи виноваты, там, ну или осетины виноваты. Кабардинцы будут говорить, что черкесы, эти, карачаевцы виноваты. Балкарцы будут говорить, что это там другие виноваты. Это у всех народов. Найти мужество и сказать, что у нас есть проблемы, и их решить только за счет того, что мы все станем одним единым целым, вот этого, конечно, очень трудно. Признать трудно. Личный эгоизм, нарциссизм, ассо, тхоэли мадей. Вы знаете, сколько тейпов мне в директе задавало этот вопрос? Вот 100 с лишним тейпов у нас.
почти что 90, если не 100 тейпов мне в личку писали и говорили каждый. Тхатейп Эли Дума Оли Хунд Ол. Они не понимают, что этот статус Эли это хайвор хидеха, хай ламбо узар, хай юрти узар, хай гергена, цита узар. Они этого не понимают. Простые вещи, которые дважды два должны знать. В этом и есть проблема. В этом и есть наша... Это не в обиду никому. Оно есть для каждого. Это страшное дело, которое называется Ошия Цедашер, Ошия Лацадухар, Ошия Цахаусар, Ошия Цаалгертер. Оно есть везде, но мне до других дела нету. До других дела нету, у меня есть до нас столько дела. В этом плане мы не отличаемся. В этом плане у человека, который есть мисказаратал, любовь к своему народу, он всегда будет искать 7 оправданий или 7 путей, которые он до мельчайшего будет изучать, почему люди так говорят. Человек, который не любит свою родину, он напишет, что онки шаухалшхалашун, сюли, нуцалшхалашун, кабардинский, бейкшхалашун, там и так далее, там нагайский, мурзашхалашун. Он будет писать так, как люди, ненавидящие наш народ, написали до него. Но шек амдиш, ше муах биш, ше дей муах биш, ше дейш биш, орстагво, ворхус талам бир буи, хажа хажаруи. Мудар тиш, вайниц бар тиш, бацар тиш, цант и агаски эскердар тиш, бацар тиш. Хан милуах квила, мича хохилла. Массухуман талам бин. Хиллях и, мухилла и, хубахан хилла и. ملخلئي ويدعمودي قرتان ويئيش مو بيرش قيدق يازلو تسبي الشارع واخينا صغاز قشنا ديك خلق شو اس نوخشيش هر دينا باخ نوخشي بيوخم شو باخ نوخشيش عاتخ اباخ ولد يازلو. Понимаете? Сложные вещи понять это. Вейна хум ошбеш. Вейкол манюка. Дуквабу. Вейкам хастос чарел. Хал эбгар чарел. Тадагар чарел. Пока так. Пока так. И вы это знаете. Вей элду. Ой, нистадец, нистдяш халду. Как говорится, хушт-пушт. Ладно, немножко тяжелая тема для нашего народа, может быть, или для эфира. За хум эдуэй. Ой, ваш дацадяш, ой, халуштол хундуй, ой, гасқиш суамлой, дахалаш, ко дадохкар душу. Бедачу. Таково понимание государства. Если царь лах, если ой веш дяш хули, ой веш кахюк хули, ой веш муахта беш, экономик таеш хули,
وين خو أردو مودات أوش مودو هاي شنو تمسون عدل بدون ما يستعلوا دق السعس يعد يسر ماذا إيش понимание أحوك دين дол هم دوي ты за каждую копейку все знаешь. Вот так, господа хорошие. Шун раскается безарх, шун кибеш туришься безарх, асбяхца бюль. Но и раски, ويلو لعبو تعلمت دعور بات شونش турist бор бат وين شو كباكي وعريات вообще прогноз олсунах аналитика чу турист бага ахчатся да это худиду ой берш худиду ой текчара жюлигер лилурду жюлигер лилу мабанع اشتعن чубух карбу иш чума бяхня ха дук чубяхнаш миш бо цар статистик подвести ирю дук жюлигер лилуш беш нох чубу алвайн цекулрю اشتغل هم بيشغنا وين بالبا لوش تخلش وين تعشوا ايتا لوش تخلش وين تعمل يلو لوش تخلش извините меня ديشة وين تلا اخشو دا ايتا وين تلا هما وين تلا какого макара вам должны кто-то чем-то обязан вам никто ничем не обязан Ой, люшбу. Рабочий, лёвый, ночь. Но если бы вы были хотя бы чуть-чуть экономистами, вы бы понимали. Царь чудо и что риск. Это какая-то доля части нашей экономики. Понимаете? Царь хадоич дает хари, хокчуа хизу хирдацари. Государственных, бюджетных мест не так много. Предприятий, заводов у нас тоже нет. Как таковой. Что это говорит? Мы готовы все порицать, но мы не готовы почитать, узнать, в чем проблема, что нужно делать, что это нужно развивать, что мы грабим собственный народ, обманываем собственный народ, толкаем его на преступление, это делаем мы. Я не про государство, я про нас говорю. Потому что наше мышление с вами, оно иное. Оно иное. Мы считаем, что мы умнее всех. Если бы мы были умнее всех, у нас не было бы ни Шамиля, ни другого Шамиля, ни третьего, и кровь рекой бы не проливалась. Ушурм адуй твой. Ушурм это другая история. Если бы даже сегодня бы стояли бы 2 завода, на которых должны были бы работать по 10 тысяч человек, поверьте мне, нам некого туда отправлять. Работать посменно на заводах – тяжелейший труд. Нам некого туда отправлять. Может, старшее поколение в Советском Союзе, которое выросло, пошло бы. А остальные, кого мы отправим? У нас же все экономисты, юристы, прокуроры, мэры, президенты, депутаты. Мы же только ими хотим быть. А кто пойдет на завод работать? Кто? Бедолаги-сварщики наши работают, электрики работают, строители работают. Для них всегда было ателье работают. Они есть везде. Кто пойдет работать на завод? Кто? У нас историками быть не хотят люди. Знаете почему? За это не платят. А если он начнет говорить о своих проблемах, что нужна поддержка, вы их упрекаете, вы их оскорбляете. Кто-то в лицо, кто-то за спину.
Вот и все. Мы можем купи-продай. Купил в Кабарде, продал в Чечне. Купил в Хасе, продал там, не знаю, в Пятигорске. Вот так и живем. Вот так и живем. Ну, как можно из этого выйти? Что нужно для этого сделать? Не нужно умных, высоких слов там и так далее и тому подобное. Нужно сесть, грамотно обсудить и решить, куда направить свои финансовые потоки, даже те маленькие, которые есть. По вашим словам, в гору вы их направлять не хотите. Остается плоскостная территория. Плоскостная территория. Сегодня многие не хотят даже огород свой вести, сельское хозяйство не хотят вести. Итог. Мы все будем жить в Грозном. Пока есть возможность. Правда, не знаю, как мы будем выживать дальше, когда государственные бюджетных мест будет меньше, людей будет больше. А я не знаю, куда мы пойдем, где работать будем. Ой, дух бел шалдеешь, да, свой. Так что это не моя вина, как говорится. Ой, цаля, Масана. Вот чтобы задеть, оскорбить может каждый. Ну, творить это сложно. У нас какие-то имперские разговоры. Конечно, заберут. Конечно, заберут Гургалский Кирбашка. Экспансия на восток с той стороны, она будет, она не остановится. Оттуда экспансия на запад тоже будет, и она не остановится. Знаешь почему? Потому что отток людей оттуда к центру стремятся все. К Грозному, или к Шали, или в Гудермесу. Как это остановить? Остановить это может только грамотное, подкованное гражданское общество, настоящие патриоты. У нас осталось 2 минуты. На этом я закончу эфир, эту часть. Захат, возможно. На этом я эфир свой сегодняшний закончу. Всем огромное спасибо. Всем 3 человека, которые прислали донат. Дал Саюшу донат, дал Духда. Подписывайтесь, приглашайте остальных. Сегодня, к сожалению, 25 человек тыштве халцейле. Да, Дикринг, да. Эту часть я сохранять не хочу, потому что я, наверное, немножко с иронией, немножко с сарказмом говорил. А хачаэльно всегда сидят и хотят делать плохое своему народу, я не хочу. И никогда не стремился к этому. Да, ауштуэл, масерман шкобал дуэл. Да, духда дуэл. Но беш мархабата аждин дол доан. Аллах дал жуах плуэл. Дал очень много дуэл. Мукш очень дал маршал дуэл. Вильчун дал геш дуэл. Дал век оман пейден хала. Мукш мерш. Дахал дуэл. Шубешна киечана масана. Дал эту дуэл. Завтра, если получится, может, сделаю эфир. Если получится. Масер, Урлам издал обал дуэл. Дал эту дуэл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Нохчи вусо
Нохчи зучу, борзяхкан шо босавина. يا قليم وشيا مهرتا بجنجرا غطينا. أنا السلي ناقب الله اللي آلا بقلبنا. نخشي مطخ نخشي مخكخ بيرح بينا دزلدنا. أنا السلي ناقب الله اللي آلا بقلبنا. نخشي مطخ نخشي مخكخ بيرح بينا دزلدنا. Nohçi usoler mantalna demek ırla xilagina. Kop xetirna çolna xuyruş sayday mehkasila dina. Sayheşana merzi xaça dega yavxosa qoina. Bastaq çolna diqan bosuş sa'azulam zadidana. Sayheşana merzi xaça dega yavxosa qoina. Bastaq çolna diqan bosuş sa'azulam zadidana. Nohçi uso maşır qıyısır daymıq kaça tobudina. Sonna yamırt vasal xettir qaçaq yetiş say xervina. Sayde da qaça kurdu suçta disita yok yakina. Azıp hügulay xılaçul lettavalar ezhilla. Sayde da qaça kurdu suçta disita yok yakina. Azıp hügulay xılaçul lettavalar ezhilla. Nohçi uso kudinina salatta ço irsi qoçoş. Barta biyazam yah atiyasham bitse bina vahır doçoş. Nohçi uso tanna qoma olaq çünse gamo yoçoş. Mahkaq valla halqa xadda deqil xila amal doçoş. Nohçi uso tanna qoma olaq çünse gamo yoçoş. Mahkaq valla halqa xadda